Да не надо вообще прикрываться, нельзя что-то делать, блядь. А? Я сейчас вообще такие стыдные работаю. А? Нет? А? Она комментирует? Аля? Нет? Карпов. Я Карпов не ты делай так, что ты истории, блядь, какой комментируешь баба. А ты как? Мне скидываться после первого дания? А? Ну, наверное, да. Ты не просто кто. Нет. 10, чтобы 6 поставили. Я о чем говорю? Ну, 2 ты скинешь, что ты поставишь. Что звук? Заслуженный мастер спорта Алан Жусов, 15. Толститель Олег, мастер спорта. Номер 20. Заслуженный мастер спорта Янис Кошик. 78. Заслуженный мастер спорта Максим Кошик. Номер 93. Мастер спорта Денис Латковский. Номер 35. Я вообще камеру не трогаю, вот сейчас. Мастер спорта Денис Латковский. Номер 25.
мастер спорта Александр. Главный тренер команды, мастер спорта международного класса Михаил Юрьев. Тренер команды, мастер спорта международного класса Сергей. Сейчас попробую. Большаков. Тренер врач Сейчас я обмотаю вокруг ручки. мастер Олег Елец. Я говорю, обмотаю вокруг ручки. В этом межсезонье из Красноярского Енисея. Ну и на замене у каждой из команд тоже есть несколько игроков. Ну, скамеечка, конечно, у СКА нефтяника посильнее. Капитан команды мастер спорта Сергей Шигонко. Номер 35 Денис Сергей. Номер 8 мастер спорта Николай Харков. Номер 28 мастер спорта Алексей Башаров. Номер 23 мастер спорта Роман Шубов. Номер 23 Водокон Денис. Водокон команда номер 1 номер 2 Водокон Игорь. Номер 7 мастер спорта Водокон Денис. Номер 23 мастер спорта Борис Александр. Номер 44 Менгес. Номер 70 мастер спорта Максим Медведь. Номер 72 мастер спорта Денис Артем. Главный тренер команды мастер спорта Павел Фраз. Тренер команды Александр Мальцев. Тренер вратарей Николай, мастер спорта. Мастер спорта Алексей Рудов. Мастер спорта Аркей Алексеевич. Календарно-спортивном году уже сыграл на Кубке России, свое место, проиграл только московскому «Динамо» в очень спорной ситуации. Были жалобы на то, что мяч один был незащитный. Ой, Максим Шантиров грудью встречает мяч здесь. Были жалобы, что возможно нам, честно, решающий мяч. Здесь у нас еще один момент. Нефтяник не дает нам сказать со стороны героических строителя, которые, не знаю, впервые за долгое время. Павел Франц поставил команде за Кубок страны троечку, подчеркнув, что могли бы играть получше. Но тоже ничего страшного. Тренер у нас самокритичный, требовательный, его можно понять. Ну, вот еще очередная СКА нефтяника. Только в полуфинале, да, Сандвикин, хабаровчане проиграли, уступили со счетом 2-3. Если не ошибаюсь, уже 2 сезона. Сандвикин, что на сокамном вдохновении за хабаровчан. Мне кажется, это далеко не последний Кубок мира для СКА нефтяника. И в следующем сезоне будет наверняка еще возможность взять реванш. А вот здесь опасный 100% моментищ. Вот здесь 100% моментищ. Здесь вратарь Шакиров спасает строителя от первого пропущенного в сезоне мяча. Выход 1 в 1. Может быть, нам повторят этот момент. Да, сейчас пока что угловой вырабатывает СКА в этом эпизоде. Давайте посмотрим за тем, хабаровчане выполняет стандарт. Тоже опасно, и вот здесь мяч в итоге вылетает в
штрафную площадку. Подбор остается за Хабаровском. И по-прежнему владение. Ты меня слышишь? Ну, довольно активно начинает игру. Неплохо выглядит. Строитель обороняется, что ожидаемо. Сергей. Сергей. Ну, куда спешить? По-прежнему, да, 8 минут. Почти что. И с другой стороны, погода промозглая, да, как сказать. Это же лучше, чем минус 30 снег. Алло. В прошлом году и холодную погоду работали, и полудождливую даже. Какая сейчас где-то 0, минус 1, минус 2. И вот контратака строителя. Слышим даже здесь одобряющие возгласы трибун. Ну, наверное, даже когда команда Сыктывкара просто приходит на чужую половину, это уже повод поддержать. Это уже момент. Здесь свободный удар. Здесь мяч попадает в стенку после быстрого розыгрыша. И остается он у строителя. Сыктывкарская команда у нас в межсезонье практически не изменилась. Покинули клуб 3 игрока. Ренат Зиганшин, Роман Бояринцев, Сергей Елфимов. Ну вот, буквально незадолго до старта Суперлиги еще ушел Михаил Савитков, нападающий. Ну а главное, наверное, потеря — это травма Антона Пенлендера как раз на Кубке России. Появилась, к сожалению, игра. Матч против Зоркова получил полузащитник строителя, один из лидеров команды, ключевых игроков. Между прочим, в прошлом сезоне, давайте посмотрим еще момент СКА, мяч прилетает мимо ворот. Так вот, в прошлом сезоне Антон Пенлендер забил 12 мячей. Строитель — это лучший результат. Я же говорил, счастья, здоровья. Да, успешно прооперирован наш Антон уже и восстанавливается. Но, к сожалению, весь сезон Суперлиги Антон потерял. Конечно, есть доля справедливости в том, что и обидчик Антона Пенлендера, Волочигин из Зоркова, да, тоже пропускает этот сезон, дисквалифицирован. Но нам-то от этого легче не станет. Нам-то Антон Пенлендер был нужен во всех матчах, а не только. Вот контратака строителя, 91-й номер был. С мячом сейчас по флангу проходит, падение. Ну, здесь мяч уже ушел в лицевую. Денис Судаков мог, конечно, забивать, но он был без защиты. Ну, начал у нас на скамейке запасных, второй номер Игорь Иванов. Полноценно, конечно, Антона Пенлендера вряд ли заменит. Надеемся, он себя проявит. Здесь еще один состав арбитров. Мы видим, что строитель уже пару раз огрызнулся за это время. Провел парочку хороших, перспективных атак. Может, если бы играли бы не со СКА Нефтяником, а с, не дай бог, Кировской Родиной, да? Может быть, было бы как-то поуспешнее. Но здесь в составе СКА, как говорил Павел Яковлевич, половина сборной России. Здесь так просто не будет никому. Даже с учетом того, что это стартовая игра сезона и прежде всего начало. Ну, СКА Нефтяник, конечно же, кроме Кубка мира, как и все нормальные команды Суперлиги, сыграл в Кубке страны, выиграл свою группу на Востоке. В этом у нас еще одна строителя, а вот почти. Мне уже казалось, что он выехал на ударную позицию наш Александр Ваюшин, если не ошибаюсь, 29-й. Но в последний момент защита вернулась. Тут борьба в центре поля.
Мастерство хоккеистов СКА пока что видно даже вот в таких эпизодах. И гол! Да, 24-й номер Александр Антипов выводит СКА Нефтяник вперед. Первый мяч видели зрители Сыктывкаре. Валентина, надеюсь, вы не хотели договорить слово, которое планировали сказать в эфире. Андрей, позвони Пульганову, я за камерой стою. Да, это первый мяч Нефтяника, первый матч в Сыктывкаре нового сезона. Как жаль, что он забит нам, да, а не какой-нибудь другой команде. Да, как жаль, что он забит не нами. Мне нравится, что вы больны не нами. Ну, в Сыктывкаре СКА Нефтяник еще будет, я уверен, забивать. И... Хотя, конечно, хотелось бы не в этой игре, а все-таки на матче Кубка страны. Надеюсь, все-таки у нас в столице Коми пройдет полуфиналы и финалы этого трофея. В конце ноября мы видим эти игры. Я вот даже могу сейчас посмотреть, чтобы ни у кого не было вопросов. Вдруг кто-то забыл. Да. Алексей смотрит. Так я уже нашел. Я уже нашел, Валентина. 30 ноября. Первый полуфинал Кубка России. СКА и Водник. В другой паре 1 декабря сразятся московская «Динамо» и красноярский «Енисей». Так что любители хоккея с мячом в Республике Коми весь месяц, весь год могут проводить на стадионе. У нас вот буквально вчера завершился международный турнир по хоккею с мячом, посвященный 80-летию со дня рождения первого главы региона Юрия Спиридонова. Приезжали у нас команды из Кемерово, из Архангельска, из Нижнего Новгорода и шведский Юг. Победу держал Архангельский Водник. В финале довольно уверенно разобрались молодежные, то есть юноши Водника с Нижегородским Стартом с счетом 5-1. Ну и в принципе Архангельгородцы выглядели в этом турнире на голову сильнее, чем все остальные их соперники. Третье место завоевали как раз шведы. Они играли наши бронзовые медали. Хотя и соревнования здесь проходил у нас Владимир Волосюк. Между прочим, тоже воспитанник Хабаровской школы. У нас вчера буквально вышло интервью с Владимиром Волосюком в группе хоккейного клуба «Строитель». Все желающие могут почитать. Вот Владимир признался, что для него Сыктывкар стал уже роднее, чем Хабаровск. Это приятно. Вот. Хотелось бы, может быть, что, не знаю, для Алана Джусоева в свое время Сыктывкар стал роднее, чем Хабаровск. Ну, это тоже мечты. Я говорю, вот Никита Свиридов 91 номер пытался пройти по флангу. Да. Валентина умеет лаконично констатировать факты. Чего не отметить. Красиво улыбаться и констатировать факты. Ну что еще нужно выпить? Главное, красиво улыбаться. Борщ готовить, борщ. Как минимум. Надо было рецепты борща, может, рецепты рассказывать не будем. Такая команда у нас. Не знаю, может быть, кто-то из Хабаровска не прочь был знать рецепт. Ну, это на будущее. Надо было подготовить. К следующему матчу, я думаю. К следующему сезону, к следующему матчу с СКА, который опять атакует. Здесь, в принципе, все непрерывная атака СКА. Попыточка была расстрелить на штрафную площадь и отворот Строитель. Да. Трибуны опять восторженно встречают приход Строителя в атаку. Все тоже Никита Свиридов. До этого был на левом фланге, теперь на правом. Ну, констатировать, да. Напоминаю. Вот. Ну, а про трансферную кампанию СКА Нефтяника можно сказать, что они усилились тоже неплохо. Да? Приобретение Эрика Петерса, Алана Джусоева, Юрия Витулина. Не каждый клуб может себе позволить такие трансферы. Покинули же команду Алексей Ничков и экс-капитан СКА Алексей Чужов, который сейчас выступает за Байкал-Энерго, если не ошибаюсь. Также в интервью главный тренер команды Юрий признавался, что отдали в аренду Илью Ишкельдина, Бориса Шалухина. Так что молодые ребята будут набираться опыта в других командах. Ну вот мы идем, тот же самый Владимир Волосюк, вот набирается опыта в Строителе, да. Он уже полноценный наш игрок, как и Максим Медведь, которого тоже из Хабаровска мы взяли. И еще у нас... Кто у нас еще из Хабаровска? Я Витя.
Вы знаете. Зим. Артем Зим. Может быть Зим. Может быть Зим. Какие тонкости, знаете, ударения. В прошлом сезоне Дениса Садакова называл Сезон Садаков. Приношу свои извинения. Если вдруг мы в ударении где-то ошиблись, бывает. Ну, здесь очередная атака. Дистанции. Немножечко выше над воротами проходит мяч. Вот что мы можем сказать по первым почти 18 минутам? Наверное, счет по игре. СКА наиграл, он забитый мяч. Третий пока нет. Такие вот выводы для первого класса. Я думаю, правда, Алексея видно ворота, можно просто поставить. Болельщики Хабаровска будут наслаждаться, да, узнавать, а что же там у нас командная. Наша команда атакует. Было бы странно, если бы СКА оборонялся. Ну, хотя, с другой стороны, лучшая оборона — это атака. Знаем. С другой стороны, тренер строителя обещал в этом сезоне выстроить подключить. И мы все-таки ждем строителя, атак, контратак. И как-то наши хоккеисты себя покажут. И отбегнутся, наверное. Ну, обещал Павел Яковлевич, что и на матч с нефтяником выйдем в хорошем таком настрое. Постараемся побороться за очки. Ну, мы боремся. Да? 0-1, мы боремся. Вот еще один выстрел поворотом Шакирова. Вратарь на месте, отбивает его в сторону. И здесь на подстраховке защиты строителя первая на мяче. Ну, Валентин, будем честны, как бы ожидать атакующих хоккей строителя в матче с чемпионом России, двукратным чемпионом России последних 2 сезонов, довольно было бы странно. Ну, может быть, даже не странно, а глупо. Но мы, как настоящие болельщики, строители, конечно же, верим, да? Так же, как и верят все наши зрители на трибунах. Ну, вот оно, вот пошли. Мяч там прилетает одному из фотожурналистов. Он его дал парню. Я показал, что он спрятал его в карман. Думал, кража века могла быть раскрыта на наших глазах. Но все-таки отдал мальчику дающие мячи. А то мы бы уже номер полиции известен всем. Видео доказательства есть. Показывают нам сейчас, в том числе и скамейку запасных СКА. Пока что у нас в центре поля проходит. Прессингует строитель, прессингует. Ну, видимо, не дает безнаказанно, беспрепятственно СКА пройти свои ворота. Тоже неплохо. Так, плюсик в зачет можно поставить. Да? И вот здесь передача на 5-го номера не проходит. СКА, 5-й номер, это у нас Артем Бондарин. На убойной позиции открывался неплохо, чуть-чуть точности не хватило передачи. Ну, состав СКА здесь сегодня практически убойный. Если в прошлом году на последний тур хабаровчане приезжали в довольно таком ослабленном составе, ну и приберегли лидеров, меньше неигрового времени получили, то сегодня, конечно же, с первого тура Хабаровск будет играть основой. В прошлом сезоне все-таки нужно было поберечь игроков, впереди был плей-офф, от матча практически ничего не зависело. Ну а здесь по-прежнему Хабаровск атакует, опасность у ворот строителей 2-0, 0-2, точнее, Эрик Петерс, новичок СКА нефтяника, увеличивает преимущество своей команды 0-2. В общем, класс игроков сказывает. Прекрасно Эрик Петерс освободился от опекуна, расправился с вратарем строителя, уложил его на лед. Давайте посмотрим. Не помешал Сергей Шибонкин, 83-й номер. Сергей Филатов, играющий последнего защиты. Ну и Максим Шакиров остался просто на расстреле шведов.
0-2, Эрик Петерсон. Поздравляем. Мы можем здесь только насладиться тем, как нападающий гостей реализовал свой момент. Ценители хоккейной красоты. Ну, это болельщиков главное. А по-другому как? Конечно, знаем. Мы это понимаем, видим, но не расстраиваем. Сезон начинается. Строитель, конечно, надо перестраиваться. И по ходу сезона, да, с учетом травмы Лендера, это, допустим, уже самый СКА нефтяник, может быть, не почувствует потери одного из игроков. У нас каждый игрок на счету, тем более основной. Очередная атака Боровчан. Здесь неточный пас следует. Не удается контратаку хозяевам поля организовать. И здесь у нас игра остановлена, мяч останется у строителя. Нарушение правил. Хабаровска. С вами, Валентина, забыли еще представить ей бригаду арбитров. Как мы живем с вами? Главный судья у нас сегодня Сергей Горбачев, помощники Андрей Лобанов, Михаил Целиков и резервный арбитр Михаил Силгун. С Сергеем Горбачевым строители в прошлом сезоне отношения не заладились. По мнению многих игроков и болельщиков, принимал ряд спорных решений далеко не в нашу пользу. Но сегодня роль арбитра и влияние его на результат малы как никогда. Головой заработали СКА. Работа, как мы и предсказывали, у него порядочно. В прошлом сезоне, конечно, тоже хватало. Здесь чуть-чуть раньше выбежали из строителя с линии ворот. Получается, команда СФК общекомандное предупреждение, уже карточка. Повторять так не стоит. Ну и ждем еще одну подачу в исполнении СКА. Хотели, наверное, хитрый розыгрыш игроки Хабаровска, но обманули сами себя. От ворот строитель. Заметим, да, что Шакиров старается ближнему игроку мяч вести, не отдавать его в гущу борьбы или сразу отдавать хабаровчанам, а все-таки поддержать снаряд. Сейчас я не хочу принимал мяч. Ну а здесь уже атака Харсов. Попытка, давайте назвать вещи своими, да? Не позволяют пока хабаровчанам проехать Хару поближе к своим воротам. И вот Иван Кораблин уже такую дальнюю встречу забрасывает. Здесь поборолись, конечно, кажется, за мяч, но хабаровчане и по мастеровитию, и, я скажу, и по габаритам повыше. Не как вам кажется. Просто, может, это у меня визуальный обман, реально повыше, помощнее. Вот. Вы женщина, вы в мужчинах больше постараетесь. Буквально видно, что хоккеисты Хабаровска помощнее. А, ну это, вы знаете, невозможно не влюбиться в чемпионе страны. Я не видел, честно. Там повторяется момент. Здесь один из редких эпизодов, где мяч дошел до вратаря СКА. Он мог пропустить, если бы сейчас был вкусный швейцарский клуб, дошел бы на трибуну, сходил бы на трибуну к болельщикам, либо его не только плохо пропустить. Там есть что и погорячее. Здесь мы видим одинокий прессинг нападающего строителя. Пробегает в угол, наслаждается жизнью, погодой. Но прессинг, конечно, одиночный не такой успешный. Поэтому без проблем управлячане демонстрируют номер, совершенно ушли из-под прессинга, сохраняется мяч. По левому флангу. Остается гости с мячом. Стихин, однофамилец известного вратаря
мини-футбольного, который выступал за царство новой генерации. За сборную России. Было такое. Просто уж очень фамилия нашего духа. Кстати, мини-футбольная генерация тоже играет в эти дни с чемпионом России, с футбольным Москвой. Ну, а здесь что у нас? 18:03 неожиданно становится, да? Немножко упустили оператор этот момент. Но я уверен, что он сейчас повтор покажет. Но вот, глядя на этот... Да, здесь вот 1 в 1 реализован без проблем. 10-й номер. Ой, 10-й, наверное, это Павел Рязанцев делает счет 0-3. И, в общем, совершенно неприятно. Опять же, ожидаемо, но неприятно. Довольно легко Павел Рязанцев вышел 1-1. Справиться с вратарем строителя ему труда не составило. Ну, не секрет, что ФК «Нефтяник» еще до сезона все назвали чемпионом страны будущим. Трудно ему в этом году будет составить конкуренцию. Наверное, Енисей старается, как-то навязали борьбу, но вот на том турнире мы все видели, что Енисей просто был разгромным стартом, что тоже надо делать какие-то свои выводы в Красноярском году. Потом и наш любимый всеми финал СКА Енисей можно не увидеть. Пока мы видим еще один момент ворот строителя, и в календаре видим ближайшие игры как раз с Красноярским Енисеем, с Иркутским Байкалом Энергией. В общем, старт для строителя будет потом, а этот старт будет тяжелый. Тавтология. Главное не нужно. Да, главное не нужно. Если так объективно смотреть, то главный в начале сезона матч у строителя, в общем-то, не домашний, а выездной Динамо Казань. Там, конечно, нужно бороться за очки, нужно бороться, может быть, даже за победу. А вот эти игры с СКА, с Енисеем можно рассматривать, наверное, даже больше как подготовку к катанию сезона. То есть выйдем мяч еще чуть-чуть нужно ворота строителя. Вот. Ну, а с другой стороны, с Байкалом Энергия в прошлом сезоне строитель вообще сыграл неплохо. На выезде проиграл 4-5, дома сыграл 4-4. Лучше, чем с Байкалом Энергия, строитель, наверное, сыграл только с Кировской Родиной. Это один. Дальний удар следует. И Шакиров, мне кажется, все контролировал. Сейчас он выговаривает игрокам обороны, мол, что ж вы творите? Они творят... позволяет со всех дистанций чембратчанам. Мне кажется, что строитель все-таки очень сильно ну вот мы смотрим сейчас еще один момент. Здесь вдвоем пытались остановить как Хабаровска и заработали гости свободный удар. Не без нарушения правил остановка. А если бы нарушение правил не было, то мы увидели бы еще один в один, и мы, в принципе, знаем, чем бы он завершился. Да? Выстроено. Здесь розыгрыш с ударом, конечно. И Шакиров на месте забирает мяч. Мне кажется, Максим Шакиров сегодня касался мяча больше, чем все полевые игроки строителя вместе взяты. По технико-тактическим действиям, передачам, в лидерах. Люди считают, что это такая хорошая тренировка нашего игры. Мне кажется, он в прошлом сезоне такую тренировку получал, да, в среднем, напомню, есть такая статистика у вратарей, да, по пропущенным мячам за матч. Максима Шакирова в прошлом сезоне 6 небольших. Понятное дело, что это один из худших показателей, но это во многом заслуга, в кавычках, не Максима Шакирова, а обороны. Строителя. Нужно хуже. Оборона была
у пресловутой команды из соседнего региона. Как хорошо, что в прошлом году была Родина. Как хорошо, что она и в этом году осталась, и еще к ним подтянулась. Ну, это беда, конечно, русского хоккея. Другой эпитет не подобрать. Мяч. Ну и здесь уже видишь, что уже в ближнем сбрасывать не стоит. СКА довольно высоко встречается Кухарцев. Выбрасывают просто на чужую половину. Там борьбу СКА выиграет. Пока что первый тайм проходит долго, мучительно и беспросветно. Трибунам есть чем заняться, поверьте. В конце концов, многие давно не виделись. На международном турнире, конечно, зрители были самые активные болельщики. Но одно дело это турнир юниоров, другое дело это матч основной команды, а матч открытия сезона. Есть что обсудить. Вон корабль еще свечку вперед. Там мы по крикам слышим, что борьба-то как раз активная появилась. Ну, к слову о болельщиках, да, мы в этом году проводили конкурс кричалок для болельщиков. Я думаю, сейчас нам Валентина расскажет, кто выиграл его и какие кричалки стали лучшими. Ну, это по мнению жюри, у меня может быть другое мнение, у Валентина тоже другое, но в любом случае поздравляем победителей. Валентин, пожалуйста. Итак, конкурс кричалок победитель будет Слава Смайдер. Кричалки. Давайте, соберитесь. Мы живем в Сыктывкаре, и команда одна. Только строители, мы с ним навсегда. Да, но это не единственный победитель. Я бы даже сказала, что 5. Простите. Итак, второй победитель это Юра Какаулин. Надеюсь, Юрий сегодня есть трансляцию и прибежит в перерыве забрать свой приз. Итак, Юрий, кричал. Бей барабан, идет победитель, на лед. Сыктывкарский вводит строитель. Где-то здесь вот я думал, что где-то должен крикнуть слово «СКА нефтяник». Учитывая, что сегодня далеко мы не победители. Хочется верить, что во втором тайме ситуация изменится. Давайте Оптимист. Да, мы будем на оптимисты. ближайшую перспективу, надеемся, в оставшиеся 10 минут мы все-таки увидим 3 мяча в воротах Хабаровска. Давай, Алексей, будем реалистами и увидим хотя бы 2. один мяч в воротах Хабаровска. Давайте. Ну, победители дальше. Победитель кричала. Третий победитель это Андрей Беляков. Кричал: если нашим гол забьете, до медпункта не дойдете. А после такой кричалки, мне кажется, что Хабаровскому СКА нефтянику лучше остаться на льду в перерыве. Потому что и где-то ждет Андрей Беляков. На выход. И снова видим с мячом Шахиров. Прекрасно. Андрею Белякову мы все-таки советуем, что он будет заниматься, а потому что он будет своим призом хоккейным. А какие у нас призы? Призы у нас прекрасные. Это сувениры с символикой любимого фанатами клуба «Строитель», а также абонемент в бассейн. Партнером Смотрите, что, да. Вот, конечно, вот даже вот такой полумомент у нас вызывает такие вот эмоции. Да, в общем, хорошо, что... В меме ВКонтакте ты пытался. Да, они молодцы. В общем, хорошо, что главное, что у нас болельщики пойдут в бассейн, они в бассейн вот здесь сегодня на льду, потому что у нас на протяжении всего октября было довольно тепло. Вы знаете, и Кубок страны-то перенесли прежде всего, потому что стадион не совсем был готов принять матчи, еще заливался лед. Даже сейчас на беговых дорожках там еще лужи сохранились. Поэтому хорошо, что у нас бассейн ездит. Да. У нас осталось еще 2 победителя. Ну, это за актив. Да. Есть Андрей Левич и Иван Иванов. Это, видимо, коллективное творчество Андрея и Ивана. Итак, кричал: мы болеем за строитель, он всегда наш победитель. Мы будем верить. Будем верить. А с другой стороны, я вот сейчас прослушал кричалки. Давайте чуть попозже о них. У нас угловой зарабатывает строитель стандарт. Если не ошибаюсь, первый угловой у Сыктывкара в этом матче.
в этом сезоне. Симфония, конечно. Ну, главное, чтобы не последний. Есть любой угловой, это возможность будет. Судно. Смотрим, А вот попадает мяч в стенку, и смотрите, вратарь вот реально по хоккейному, как в шайбе. Развалился, накрыл собой мяч. И говорит, все, не получится. Это было опасно. Давайте сейчас повтор посмотрим. Да, спасает игрок, стоящий буквально вплотную к штанге. В него попадает мяч. В прошлом сезоне у нас Александр Ваюшин в таком же эпизоде получил травму глаза и удар на поле. Уже мужественно пригождает к мячу. Но на самом деле хоккеист СКА мог бы и не спасать. Ну, зачем свое здоровье-то портить, товарищ? Дай человеку, дай людям забить. Вот, ну а 0-3, 1-3, ну разве вы не выиграли? А нам было бы приятно. Овечка. ну, здесь, наверное, сыграли все. Здесь 12-метровый. Здесь 12-метровый зарабатывает СКА. Владимир Власюк нас останавливает недозволенный прием на своей штрафной площади 15-го номера Жустуева, если не ошибаюсь. И 12-метровый удар СКА зарабатывает. Ну вот еще один шанс для Шакирова учиться, потрогать мяч, спасти свою команду. Эрик Петерсон на точке. 95-й номер. Давайте посмотрим за дуэлью. Петерсон, Шакиров. И гол. Да. Забивает швед. 0-4. Так, ладно. Второй мяч. Это дубль у шведов. Здесь это был 95-й номер, но, к сожалению, у нас из кабины не очень хорошо все видно. 95-й просто, может быть, был 93. Я видел 95. Да, это да, для шведа это дубль. Ну, в общем, свою норму по мячам Сыктывкар СКА выполнил практически за тайм. Да? Прошлогодняя норма. Теперь надо, чтобы забивал. Ну, показывают на режиссера трансляции. Спасибо большое за оперативность. Показывают, что действительно был Эрик Петерсон, 95 номер. Здесь смотрим вправо от себя, влево от вратаря угол он пробил. Хорошо, неотразимо и вплотную. Такие, как говорят, не берутся. Только если вдруг вратарь неожиданно во время 12-метрового сместился в этот угол и просто куда встал. Надо раскидать лёг, славу. Да еще чисто теория. 0-4 это, наверное, не то, что хотели бы мы увидеть в первом тайме сегодня. Я думаю, СКА нас услышит, да, и если не хотите 0-4, 0-0. Норма 5. Норма Сыктывкара 5. Норма Сыктывкара 5. Как они там ее распределяют, нам не очень важно, да. Но главное, что еще и Сыктывкар что-то тем начал забивать. Об интриге в этой игре, в принципе, уже можно не говорить. Она вполне по себе убита, хладнокровно и жесточайшим образом. Всякий пессимист. У нас уже есть 50 минут основного времени, поэтому перебегать и надеяться на жизнь. Просто ради перерыва Купит пару игроков. команда второго. Прям во время перерыва трансфер произошел. Ну, у нас данных остается 4 минуты. Конца первого тайма. Одновременно с нашей игрой проходит несколько других встреч. Например, сейчас первый тайм в матче Водник-Енисей. Там в Архангельске со счетом 2-1 выигрывает Водник. Результат, я бы не сказал, что неожиданный, да, но вполне, так сказать, немножечко удивляет. А вот здесь еще один момент, и Максим Шакиров снова спасает свою команду, снова угловой зарабатывает СКА. Максиму Шакирову можно, в принципе, ставить памятник, и ставить этот памятник желательно рядом с Максимом Шакировым в воротах, да, чтобы еще больше занимать площади. Давайте посмотрим за этим стандартом. Тишина.
подача, есть розыгрыш. Здесь удар, наверное, не будет опасным. Все равно отскакивает штрафной, там борьба за мяч была. Так вот, Водник Енисей 2-1 проигрывает Водник в матче Волга и Динамо Москва. Вот здесь вот неожиданный результат. Там пока что в конце второго тайма, там 75-я минута, 4-4. Мы говорили с вами про Волгу, которая потеряла большинство игроков, играет молодежным составом. Ну, там 4-4. Там в Ульяновске сегодня весело. Весело сегодня в Нижнем Новгороде. Там Старт играет с Динамо Казани. Вот ваш любимый Валентина Старт. Там сейчас 2-2. Тоже 75-я минута. Ну, тоже как в матче Волга, Динамо. При этом Старт вел 1-0, но во втором тайме Динамо Казань счет сравнял. Также параллельно с нашим идут первые таймы в матчах Зоркова и Байкал Энергии. Там у нас 2-2 сейчас. Заканчивается первый тайм. Ну и Родина проигрывает Мурман со счетом 0-1. Ну, вот здесь вот как раз результат неожиданным не является, да, то, что Мурман Кирове. Ну, наверное, и вот этот результат тоже, который мы сейчас с вами вряд ли можно назвать неожиданным. Ну, пока у нас остается пару минут до конца тайма, мы расскажем, что ждет наших болельщиков в перерыве. В перерыве наших болельщиков ждет перерыв. Нет, на самом деле мы советуем никому не уходить со стадиона. В перерыве вас ждет большой спортивный праздник, который проведет известный секретарь шоумен Роман Шурыгин. В общем, будут конкурсы, будут призы от партнеров. Строитель, это сертификат от автошколы «Вираж». То есть наши болельщики могут с хорошей скидкой отучиться. Здесь, извините, Валентина, еще один опасный от строителя. И снова шахтер. А может быть, сборную парня позвать? По крайней мере, практики не будет достаточно. Мы уже говорили сегодня о упорных тренировках Шакирова на этом матче. Ну, а что нас еще ждет, кроме автошколы? Едем дальше. Местная компания МКРЕП, это нет крепежа и реактивных инструментов и подъемных механизмов, приготовила сертификат на 5000 рублей. Настоящий мужской сертификат для наших болельщиков. И болельщики на этот сертификат приобретут, можно будет доставить домой на течение 2 часов. Здорово. Единственное, что я бы не советовал после таких игр за руль садиться болельщик. Стресс, нервы. Мы уже думаем, что автомобиль здесь, да. Кстати, купили автомобиль. Автомобильный салон «Фиат-Авто», это официальный дилер «Шкода Кона», приготовил подарок для самых преданных болельщиков, то есть тех, кто посетит все домашние игры строителей в Суперлиге. Нужно сохранить корешки билетов, и они могут участвовать в розыгрыше фирменного спортивного велосипеда. Ну, надеюсь, что болельщики, которые посетят все игры, будут немножко более довольны, чем сегодня. После первого тайма, который завершился со счетом 0-4. Ну, не 5. Но не 5. Тоже есть плюс. Мы с вами ненадолго попрощаемся. Ну, как попрощаемся? До свидания, немного скажем. Да? У нас перерыв небольшой, после которого мы вернемся. Расскажем о том, все-таки, кто что выиграл. Может, у нас еще какие-то призы. Правильно? Вот. Надеемся, что в перерыве тренер строителя Павел Шифранц проведет важный, ответственный разговор. Кстати, мы беседу, я бы даже сказала. Да, и мы увидим во втором тайме совершенно другую игру. На связи, никуда не уходите.
после первого тайма у нас счет 0-4. Перерыв подходит к концу, и мы видим уже команда СКА «Нефтяник» появляется на льду. Ожидаем Сыктывкарский «Строитель», когда же выйдет. Еще немножечко времени у нас осталось до начала второго тайма. Ну, мы видим, что болельщики... Да, все нормально у нас. Да, мы видим, что болельщики у нас ушли попить чай, попить кофе, погреться. Чуть-чуть поредели трибуны, но я искренне верю, что это они все-таки сделали для согрева. Они просто выражают свой негатив увиденному. Но стоит отметить то, что на матче присутствовало в первом тайме больше 1000 человек. То есть сыктывкарцы все-таки вспомнили о хоккее и решили вернуться на трибуны. Кстати, сегодня у нас вход на матч абсолютно бесплатный. Абсолютно. Полностью. Для всех. Да. Мы еще доплачиваем, походу. Конечно, доплачиваем. Мы же в перерыве разыграли прекрасные призы от партнеров наших. Действительно. Да. Бесплатный вход. А со следующей игры будем 100 рублей брать с людей. Не с людей? Не с людей. В смысле, не со всех людей, а только с мужчин. Женщины и дети приходят на матчи также бесплатно. Мне кажется, это сексизмом попахивает, Валентина. Брать деньги только с мужчин. Ну, так решило руководство спортивного клуба «Строитель». Тут уже ко мне никаких претензий быть не может. Да ладно, вы пролоббировали, я знаю. Да, женщины, дети, прочие льготные категории, пенсионеры, ветераны труда, ветераны войны. Все получали бесплатно, только нормальные, здоровые, работающие мужики будут ходить за деньги. Вот так и живем. Но, с другой стороны, я вот сегодня посмотрел специально, сколько стоит билет в Хабаровске. Да? Вот там билет стоит 350-250 рублей. И при этом стадион собирается. Да, стадион собирается. Конечно, они ходят смотреть, как твоя команда плохо поступает с другой, да, а тут наши болельщики будут платить 100 рублей, скорее, чаще всего за обратное. Но, тем не менее. Я вновь говорю, Алексей, давайте не будем пессимистами. Да, не будем Впереди еще целый длинный сезон, и вполне возможно «Строитель» будет почаще обижать своих противников на поле. Ну, и надеюсь, что у нас проблем со звуком, какие были в первом тайме, больше не будет. Вроде как-то что-то мы сегодня в перерыве игры починили. Да? Ну, не мы, а, конечно, наша доблестная бригада техников, которым помогает не менее доблестная, прекрасная бригада операторов, которым мы передаем пламенный, сочный привет. Вот Валентин даже воздушный поцелуй шлет. Ну, тем временем на поле уже выкатилась команда «Строитель». Мы ждем начала второго тайма. Ну и, конечно же, надеемся, что он будет менее печальным для «Строителя». Надеемся на голы. Ворота СКА. Ну, то есть размочить счет для престижа все же нужно. Это понятно. Престиж, честь. Понятия, которые ходят в небытие в нашем времени. Минуточка лирического отступления. Вот мяч в центре поля. Хабаровчане разыграют его и поехали. Второй тайм. Ну, наверное... Что наверное? Наверное, будем надеяться на лучшее. Ну и сразу у нас «Строитель» обозначает прессинг. Ну, пока что это именно обозначает. И 3 игрока СКА на чужой половине. Вряд ли какие-то серьезные изменения в составе у Хабаровска произошли. Там неожиданно вдруг основной состав появился. Было бы неплохо. Вот Толстихин мы видим, Викулин на поле. Вратаря по-прежнему СКА не меняет. Хотя работы, конечно же, у основного голкипера, у Дениса Рысева, практически не было сегодня. Вот, может быть, сейчас тогда дал бы 12-метровый судья. Что тебе, жалко, что ли? Падение было штрафное СКА «Нефтяника». Уважаемые болельщики, сегодня... Судья говорит, все было по правилам. Пришло 1350 человек. Спасибо вам за поддержку. Не, подождите. В этом тайме мы все начали с нуля. В этом тайме это первая атака СКА. То есть вашу, Алексей, фразу, которую нужно было ставить на репит, мы все-таки не ставим? Да, мы подождем. Давайте посмотрим. Как? Ну, видим, да, что СКА сейчас вперед не бежит, спокойно контролирует мяч в центре поля, идет перепасовочку, можно сказать, выманивает хоккеистов «Строителя» на свою половину хабаровчан.
переходи на правильную сторону силы. На желтый. Вот здесь офсайд. Вы видите, вот уже прошло почти 2 минуты, а Максим Шакиров ни разу не взял мяч в руки. Вот только сейчас. Я думала, что Алексей скажет, что прошло уже 3 минуты, а нам еще не забили. Ну, знаете, все возможно. Вот мы в конце первого тайма вспоминали про параллельно идущие матчи, да, там, получается, где Волга играла с московским Динамо, было 4-4, пока мы ушли на перерыв, там матч закончился, и Динамо Московская выиграла совершенно 4-8. То есть за 15 минут москвичи умудрились заколотить 4 гола. То есть, в принципе, у Строителя есть на те же самые цели 43 минуты. Все можно. Все возможно, конечно. в этом мире, конечно. Особенно, например, если СКА будет играть с закрытыми глазами. Кататься спиной вперед. Без клюшек. Без коньков. Без коньков. Да, было бы неплохо. Ну, вот мы видим, перехват. Перехват был сейчас на своей половине поля в исполнении Строителя. И потеря. Почти сразу же последовала потеря. Ну, уже... Нет, ну, здесь вот борьба за мяч. 3 игрока Строителя отбирают мяч у хабаровчанина. Знаете, как в песочнице, да? Вот сидишь, играешься машиночкой, да? Там ля-ля-ля, к тебе подходят 3 игрока Строителя и забирают. И забирают твой мяч. У меня была машинка в истории. Я думаю, что машинку у игроков, игроки Строителя также не смогут отобрать все-таки у сканов. Проход по флангу. Опять Свиридов пытался пройти. Никита получил тоже на Кубке России травму. Ну, вот. Хорошо, что восстановился все-таки к началу сезона, потому что без Оппенлендера и без Свиридова Строителю было бы совсем бы тяжко играть. Ну, к слову о травмах, надеемся, сегодня никаких травм не будет. Ну, вообще, в принципе, надеемся, что без травм со всех сторон будет. Опять-таки вспомним завершающий матч Суперлиги прошлого сезона, когда у нас травмирован был Евгений Леухин. Вот так же в матче со СКА. Здесь смотрим, потерял мяч, да, хоккеист Строителя, тоже Свиридов опять пытался войти в штрафную. Так, катился, а мяч почему-то с клюшки сошел. Ну, как мы и говорили в завершении, перед перерывом, все-таки внушение от Павла Яковлевича Франца на Строитель подействовало. Мы видим то, что все-таки на чужой половине поля Строитель появляется чаще, чем в первом тайме. Вы знаете, Валентин, я знаю, да, какие бывают внушения у Павла Яковлевича. И я бы даже на месте игроков Строителя даже бы не думал об обороне. Я бы просто рвался вперед. Бежал бы просто, сломя голову, потому что зная, как мне может прилететь после игры. Вот. Мне кажется, у команды за прошедший год уже выработался иммунитет все-таки. Ну, давайте мы спросим их об этом попозже, после игры. Но вот опять же с Лосюком мы общались, да, он помнит до сих пор, как его Франц разнес после домашней игры с Водником, которую Волосюк проводил в качестве защитника, ну и, честно признаться, провалил. Ну, парень, который играл всю карьеру нападающим, понимает свой уровень игры в обороне, работает над его улучшением. В общем-то, и межсезонье, и Кубок России это все показывает. Что как бы игрок растет потихонечку. Может быть, не такими темпами, какими бы хотелось тренерскому штабу, но я думаю, что еще с полсезона и Власюк уже станет надежным звеном обороны Сыктывкарского Строителя. Ну, здесь вот Строитель атаки. Мы видим, да, здесь даже небольшое претензия на фол была со стороны СКА. Промолчал опять судейский свисток. Команда «СКА-Нефтяник» играет полным. Ну вот и «СКА-Нефтяник» у нас в полном составе сейчас играет. Было удаление в концовке первого тайма. Ну, очень жаль, что пока соперник был в меньшинстве, нам не удалось все-таки забить. Но... Ну, это все-таки не хоккей с шайбой. Здесь роль удаленного игрока меньше, чем в нем, чем в футболе, например. Да? Если бы было бы 2-3 игрока у СКА удалено, было бы неплохо. Может быть, появилась бы какая-нибудь интрига, намёток на нее. Алексей уже второй тайм подряд продолжает фантазировать о том, как мы можем обыграть чемпиона страны. Ну а что делать? Пока что нам остается только фантазировать и мечтать.
Ну, вот. А как иначе это еще назвать? Видите, СКА спокойно контролирует мяч на своей половине, на чужую не переходит, конечно, да, просто не стремится, не рвется. 4-0, главное 3 очка. Ну и вот мяч от ворот Строитель будет проводить. Максим Шакиров, да, напоминаю, что уже 7 минут по его воротам нет ударов. Он, наверное, уже удивляется, что это такое. Соскучился, наверное, вратарь. В запасе у Строителя вратарь Макар Екишев, который прошлый сезон, да, он прошлый сезон проводил за Строитель 2. И сейчас как раз на международном турнире играл за молодежную команду Строителя. Второй вратарь, основной второй вратарь, да, Денис Гутаренко, получил травму в этом межсезонье, долго-долго восстанавливался, совершенно недавно только приступил к тренировкам, буквально неделю назад, может быть, полторы. Поэтому, конечно, еще даже в случае чего на лед не готов выйти, поэтому Макар в более лучшей форме сейчас находится. Ну, а по такой игре почему бы и не дать парню поиграть, мне кажется. Ну, не сейчас, там где-то минуте на 80-й. Ну, да, 85-й. Ну, да. Ну, то же самое, наверное, можно сказать же и про вратаря Артема Бурасова из СКА «Нефтяника». Если преимущество гостей не будет сокращаться, то можно, наверное, дать игровую практику парню. Смотрели мы вроде комментарии в социальных сетях, вот, подсказывали нам, что Артем Бурасов впервые попал в заявку СКА «Нефтяника». Было бы здорово устроить такой небольшой праздник игроку, заявку включить и на поле выпустить, а мы еще постараемся ему и пару мячей забить. Ну, мы, конечно, постараемся. Да, я с вами вместе пойдем и забьем. Смотрите, я нападающий, я никогда не ухожу с поля без забитых мячей. Да? Игра заканчивается, я подхожу и забиваю. Ну, я думаю, в Сыктывкаре найдется много желающих забить молодому вратарю СКА «Нефтяника», как мы уже говорили. Да. В конкурсе кричалок пытались отправить соперников в медпункт наши болельщики, довольно-таки агрессивные. Но с учетом того, что все игроки СКА «Нефтяника» вышли из-под трибунного помещения, кто-то не ответил за свои слова. Ну, я скажу по-другому все-таки. Сыктывкар — гостеприимный город. У нас добрые, гостеприимные болельщики. И слишком много полиции на трибунах. Стражи порядка. Ну, а мы видим такую, я бы сказал, рутинную игру, да, в исполнении СКА. Хоккеисты попробовали подойти к штрафной площадке Строителя. Подумали, что лучше им сохранить мяч. Вернулись обратно. И вот сейчас, смотрите, как прямо стая коршунов налетела в сыктывкарца на игрока СКА. Мяч не удалось отобрать. А здесь передача в офсайд. Вот. Мяч теперь будет у Сыктывкара. Но заметьте, да, есть элементы командного прессинга. Тут вот почему-то игрок упал. Знаете, как в детстве, да? По льду так прокатился. Это красиво. Красиво, да. Где-то там тренер по фигурному катанию кто-то берется, ты просит его включить в свою группу. Ну, мне кажется, сейчас очень рады фотографы, присутствующие на матче, потому что такая проходочка с такими искрами снега была красивая. Ну, а игра в центре. Если фотографы не уснули к этому моменту, то, конечно, они рады. А мы с вами уснуть не можем. У нас с вами работа. Мы пока что наблюдаем, да, за тем, что происходит. Вот как раз показали нам, в том числе и запасного вратаря СКА. Я все-таки дал бы ему шанс поиграть. Холодно, парень. Мерзнет. И здесь угловой зарабатывает Строитель. Мы помним, в первом тайме после одного из угловых мяч довольно так опасно полетел в ворота. Спас кто-то из полевых, стоявших на линии. Может быть, сейчас не спасет. Ну, будем надеяться. Давайте посмотрим этот момент все-таки. Да, Строитель не мастер розыгрыша стандартных положений, но периодически нам это удается и довольно-таки красиво. Как не мастер? Может быть, мастер. Мы сегодня видели только 2 угловых исполнения Строителя. Если 2. Ну, вот, конечно, вот такая подача была не лучше. Долго думал, как подобрать эфирное слово. В общем, остановились на не лучшей подаче, раз даже до бьющих мяч не докатился. И Строитель снова обороняется.
Мы видим, выкатываются хоккеисты. Пытаются, опять же, прессинговать. Не дают спокойно СКА зайти на свою половину. Но другое дело, что СКА все равно это делает. Ну и вновь у нас аналогия с песочницей. Примерно так это вот сейчас и выглядит. Ну, стоит отдать должное строителю, то, что ребята руки не опускают. Да, продолжают действительно, скажем так, играть. Да, другого слова не подобрать. Реально играют, реально стараются, встречают соперника, не опустили ручки, не подняли их вверх со словами: мы сдаемся, сдаемся. Не, продолжают. Самое ведь главное, наверное, то, что болельщики должны ценить. Но вряд ли кто-то из болельщиков шел на трибуны, веря, что мы сегодня возьмем и обыграем СКА. Но болельщики хотят увидеть именно борьбу, которая у нас проходит. Может быть, не на каждом участке поля, но, может быть, понятно, что и в этой борьбе СКА должен ходить победителем. Но главное увидеть борьбу, увидеть желание и волю какую-никакую к победе, ну, хотя бы к забитым мячам. Потому что сейчас эта воля и борьба, и желание у строителя есть. Но это не может не радовать. Ну, с такой игрой нашей команды, я думаю, если бы был все-таки другой соперник, о том, как уже сегодня фантазировал Алексей, например, Родина. Да. Которая проигрывает Мурману в поясе первого-тайма. Вполне возможно, мы бы могли выйти вперед. Но пока все так же на табло у нас 0-4 в пользу наших гостей с Дальнего Востока. Ну, с другой стороны, счет же не меняется, да? Ну, да. Не увеличивается. И вот у нас Евгений Ильюхин отбирает мяч, проходит по левому флангу. Здесь на Зубрева передача. Не точно сыграно. Контратака может развиваться у СКА, убегает три хоккеиста с Хабаровской. Пас на фланг здесь не точно. Вот выговаривает у нас 10-й номер Павел Рязанцев, автор одного из забитых мячей сегодня. Выговаривает, что передача немножко сильная была и не точно. Здесь опять от ворот строитель. Пока что во втором тайме действительно мы Шакирова не видим в игре. Я не скажу, что мы жалуемся. Максим, наверное, тоже не очень расстроен этому случаю. Но, тем не менее. Проход СКА по правому флангу. Смещение в центр. Пас на фланг. Здесь раздосада основной игрок Хабаровска. Передача получилась неточная. Снова упустили за пределы лицевой хабаровчане мяч. И вот здесь встречают они сыктывкарцев чуть ли не в своем радиусе. Да? Ну, Сыктывкар уверенно рвется вперед, старается. Да, смотрите, сыграли. И вот есть момент. Свиридов выбегает под острым углом. Гол! 1-4. Ну вот оно свершилось. 1-4 забивает строитель. Никита Свиридов. 1-4. Ну, сейчас мы, наверное, увидим повтор нашего первого в этом сезоне гола. Мы молодцы. Ну вот и трибуны скандируют, что молодцы. Ну, борьба, я говорю. Команда не сдается, продолжает игру. По-моему, просто пропустил. Ну почему же? Потянулся, прилег. Суровым, холодным сыктывкарском льду. 1-4 это уже повеселее. Это уже что-то. Ну и Никиту Свиридова поздравляем. Стал во втором мяча. В прошлом сезоне у нас Никита перешел в сыктывкарский клуб. Провел полсезона. Но уже успел влюбить в себя болельщика. То есть у нас, напоминаю, в этом году есть проект «Диалог», в рамках которого на вопросы болельщиков отвечают игроки клуба. И вот именно Никиту Свиридова болельщики выбрали первым. То есть настолько он им пришелся по душе. Ну, общаясь мы с ним, скромный, спокойный, тихий парень. Хороший игрок, хороший человек. Вот. Так что я могу понять выбор болельщика. Интересно сейчас, конечно, посмотреть, как будет вести себя СКА. Конечно, 1-4 такая небольшая пощечина была, которую как комар укусил, да, мало кто и заметил. Но, с другой стороны, неприятно. Ну, мне кажется, чемпионские амбиции все-таки возьмут вверх. Нет. И сейчас Хабаровск нам покажет что-нибудь. Покажет что-нибудь, например, 2-4, да, покажет. Пусть показывает 2-4. Да, было бы неплохо.
Также мы будем надеяться, что нам Никита Свиридов вновь покажет что-нибудь. Именно те же 2-4, и Строитель опять идет вперед. Ну, между прочим, у СКА «Нефтяника» впереди же еще тоже непростой выезд. Ну, то есть, может быть, СКА и силы есть, смысл сэкономить. СКА после нас сейчас будет игра в Архангельске сегодня. Потом они пойдут в Красногорск, к Зоркому, где там ни там просто не будет. Ну, а потом к Байкал Энергии в Иркутск возвращается СКА «Нефтяник». Так что маршрут довольно неплохой, интересный, я бы сказал, да, и, может быть, все-таки даже есть для Хабаровского повод сэкономить силы. Ну, тоже для нас неплохой шанс. Вот. В прошлом году, пока что говорили мы о Павле Рязанцеве, да, который отличился уже в этом году. Павел Рязанцев и в прошлом сезоне был одним из лучших в составе СКА по забитым мячам, по отданным передачам. Его по системе гол плюс пас 39 плюс 12. Тоже неплохой показатель. Сейчас неточная передача в атаке Строителя. Лидером в прошлом сезоне был Алмаз Миргазов из Енисея, а вот у СКА лидировал Артем Бондаренко, у него 53 мяча и 8 передач, а Эрик Петерсон, выступавший в Енисее, 44 плюс 14. В общем, цифры внушительные. Да, я думаю, в этом сезоне каждый из игроков горит желанием превзойти свое достижение. Но у Строителя были лучшими Антон Подлендер 12 плюс 3, Денис Садаков 11 плюс 7, Максим Зубарев 9 плюс 18 и Сергей Шибонкин 3 плюс 13. Но оно сейчас тайм-аут. Тайм-аут, я думаю, что... Кстати, да, тут можно подумать с двоякой стороны. Вот, я это и хотел уточнить. СКА «Нефтяник» взял тайм-аут. То есть можно было подумать, что Строитель берет там, ну, как-то игру, что-то наладить. Но вот взяли именно СКА, потому что не устраивает Юрьева, не устраивает то, как его команда сейчас проводит минуты на поле. 1-4, наверное, не то, что он хотел бы видеть, Михаил Юрьев. Ну, раз мы уж пошли о статистике, да, то, наверное, стоит вспомнить, что Светлогорский Строитель-то на самом деле не так давно и обыгрывал СКА «Нефтяник». Мне кажется, после таких слов хабаровские болельщики смутно вспотели, типа, когда это было. Я сам, честно, сегодня, пока смотрел статистику, думал, когда же это могло произойти. Удивился. Ну, не сказать бы, что прям удивился, потому что это было... Для Строителя это было 2 сезона назад, а вот для СКА это было давненько. Это был сезон 2009-2010 год. Команды обменялись победами в турнирной таблице в сезоне. Строитель дома выиграл 3-2, на выезде проиграл 4-7. Так что не так уж и давно это было. 2009-2010 год сезон. СКА тогда стал 10-м в турнирной таблице, а Строитель, между прочим, 13-м. Ну, там и команда была побольше. Вот. Ну и между ними было 13 же очков. Я думаю, что в этом сезоне, если между СКА и Строителем будет 13 очков, Строителю будет хорошо. Строителю будет очень хорошо. А пока команды вернулись на поле. И все. Вернулись и вернулись. Молодцы. Ну, надеюсь, мы больше не увидим вялую игру от Хабаровска. Не, ну, Хабаровск пусть играет вяло, я не против, честно. Пусть Строитель просто играет в атакующую, интересную, яркую. Вот вы сглазили Валентина, вот момент ворот Строителя сбивает, причем и Власюка, и Власюк сбивает Шакирова. Такая, вы знаете, минута романтики была в эфире. 2 игрока упали. И что показывает у нас арбитр здесь? Недовольны, мне кажется, хоккеисты Строителя тем, что судья назначил угловой. Горбачев. Мы уже говорили в начале про Горбачева, что не очень нас любит трибуны. Ну да, ну... Если бы в замедленном повторе, ну, мне тоже показалось, что это игрока с камня шел. Не будем здесь видеть какой-то судейский заговор. Да, мы все-таки не футбольный «Спартак». Здесь вряд ли против нас что-то есть. Ну, мы пока порадуемся все же, что не было 5-го мяча. Продолжаем играть.
И надеемся на следующий гол от сыктывкарской команды. Ну, мы уже вспоминали, да, что московская «Динамо» забила Волге 4 мяча за 15 минут. У нас уже задача попроще, времени побольше. Ну, полчаса. Полчаса, ну, полчаса, 23 минуты. Все-таки уже поменьше, чем полчаса. Вот, ну, и чтобы уж добить наши статистические данные, наверное, хочется напомнить о том, что первую победу над СКА «Нефтяником» «Строитель» вообще одержал в 1994 году. В общем-то, в принципе, неплохо мы играли с СКА в свое время. Кстати, тогда он и назывался СКА в 1994 году. Тогда с командой сыграли 5-2 и 3-3. Матчи были за 9 и 14 места в чемпионате. Это, в общем, здесь пока Денис Соколков проходил штрафную, ему не дали это сделать. В общем, история показывает то, что... Невозможное возможно, да? Не, во-первых, не то, что невозможно, возможно, да, то, что команды меняются с каждым годом, каждым сезоном. Тот клуб, который сегодня, может быть, вот в середине турнирной таблицы, уже через пару лет может стать чемпионом страны. Возможно, ничего такого невероятного нет. Другое дело, что, конечно, пока есть такой состав СКА, это любому другому клубу сделать очень тяжело. Но я надеюсь, мы вернутся те времена, когда «Строитель» обыгрывал «Нефтяников». Алексей вновь продолжает фантазировать. Ну, так же, как и вы, лаконично подчеркивать. 1-1. 1-1. Главное, что на табло, правда, другие цифры. И СКА снова с мячом разгоняет очередную атаку. Ну, здесь что-то пошло не так. Да. Трибуны оживились, да. Не слышу пока что наши новые речевки, которые побеждали в конкурсе. Надо дать время трибунам к ним привыкнуть. Ну, я думаю, подучат наши болельщики речевки. Можете раздавать на входе листовки с этими речевками. Ну вот именно, Алексей, вы этим и займетесь. Я, конечно, этим и займусь. Перед началом матча больше же некому, конечно. Здесь что-то опять. Что-то опять какие-то крики раздаются с поля. Не совсем приятно уху. И СКА «Нефтяник» теряет мяч. Штрафной контратак «Строителя» 3-5. Вот здесь этим можно было бы и свистнуть давным-давно. Дать нарушение правил. Строгий судейский взгляд молвит нам о том, что так и было. Так и было. Да, удаление в составе СКА не согласен игрок Хабаровска с этим. Ну а что ты хочешь? Если ты не согласен, выскажи в лицо арбитру все, что о нем думаешь. Вот подойди и скажи, что я не согласен, мол, по такой-то причине. Получи еще одну карточку, может быть красную. Зато ты будешь честен перед собой и перед правдой, перед всеми. Опять-таки же мы вернемся к выволочкам от тренера. Это не важно. Главное же честность, справедливость, правда. Юрий Викулин как раз это был. Ну, потеря Юрия Викулина, одного из ведущих игроков для СКА, даже на 10 минут это не очень приятно. А здесь мы видим, как вратарь Хабаровска, Денис Рысев в прыжке так вытаскивает мяч. Не знаю, насколько было необходимо так красиво это делать. Но сделал. Порцию аплодисментов и трибуну он сорвал. Ну, это, конечно, не фигурное катание, но все же спорт должен быть красивым. Спорт должен быть красивым, да. Фигурное катание женское. Вот здесь вот была прекрасная чья-то спина во время атаки Строителя. И хорошо, что она ничего нам не загородила. Да. Ну, загородила, но ничего не испортила. От ворот вводили мяч в игру «Нефтяники», «Кабаны», как их называют, и 1-5. Мне казалось, здесь Максим Шакиров оказался не очень готов к этому удару. Но его попросту не было в воротах. Нет, был. Выкатился, срезал угол, сократил угол для обстрела, но немножко мне показалось, что не ожидал, и может там даже был какой-то рикошет. Ну, давайте посмотрим повтор этого гола СКА «Нефтяника». Вот он сейчас есть.
есть момент. Да, какой-то очень неудобный удар, неудобная высота для вратаря. Выкатывался, конечно, но дальний угол все-таки остался неприкрытым. Да. Чуть-чуть левее надо было Максиму выезжать. Может быть, тогда бы просто удар пришелся именно в него, а так с отскоком от льда залетел в ворота. Нам сейчас покажут, кто все-таки стал автором забитого мяча. Если думают, дорогие болельщики, что у нас тут есть вся статистическая выкладка, компьютеры, мониторы, радионаушники, как есть в большом футболе, да, там вся техника, вы вообще ошибаетесь. Павел Рязанцев у нас Дубов, да? Вот, у нас есть только один монитор, и все. Я предлагаю Алексею перестать жаловаться. А нет, я наоборот не жалуюсь, я просто говорю, что чем богаты, тем и рады. И это здорово, что мы хотя бы можем вот, даже в таких условиях организовать трансляцию. Здорово, что мы не смотрим в окно. Здорово. Но было дело. Когда-то было дело. То есть уже неплохо. То есть, что есть, теми рады, тому и рады, теми гордимся. И надеемся, что, в принципе, будем расти, работать, развиваться, чтобы было как можно меньше недостатков в наших эфирах. И технических накладок, как у нас было в первом тайме со сбором. Да. Ну, ничего страшного, это дела все поправимые. Вот, а вот 1-5, это, конечно, вряд ли поправимо. Ничего тоже, опять же, удивительного не происходит. Например, удивительно, например, происходит в Архангельске. Там Водник выигрывает у Енисея 5-2. Водник вновь на коне. Ну, может быть, Водник на коне, может быть, Енисей под конем. Я вот сейчас не знаю, кто там что делает с конем этим. Вот. Но 5-2. Зоркий с Байкалом Энергии играет 3-3. Здесь, наверное, тоже сейчас момент у ворот Строителя. И 1-6. Да? 1-6 Максима Шакирова. Ну, насколько тут... вот я успела заметить. Или он как-то мимо пролетел? Он мимо пролетел, просто опаснейшая атака. Оборона где-то там спала. Не догнали, как я уже говорила. В общем, мы немного уступаем в скорости, конечно, чемпионам. Самую малость. Это чемпион бегает 40 км в час, а мы 20. Технологии с гепардами и зайцами, да? Бежим как будто от гепарда. Вот, да, смотрим, красивый выход 1 в 1. И 19-й номер Олег Толстихин его реализует. Там можно было и на Ишкельде. Да, ваша любимая Алексей фамилия сыграла. Да. Вот, тем временем 6-2 уже у Водник, да, было 5-2, уже 6-2. Значит, Водник тоже не стоит на месте. Вот, Зоркий Байкал Энергия, как я говорил, 3-3, ну и Родина с Мурманом 1-3. Мурман близок к тому, чтобы держать первую победу после возвращения в Суперлигу. Здесь СКА-Нефтяник был близок к еще одному забитому мячу, благо Шакиров был на месте в нужном углу. Да, нам, конечно, тоже хотелось бы начинать сезон домашней игрой с кем-нибудь послабже. Ну уж какой календарь дали, мы не жалуемся. А с другой стороны, даже на ходу вряд ли Строитель бы смог бы обыграть СКА. Лучше, наверное, набирать ход именно в таких тяжелых встречах. Мимо ворот пролетает мяч после этого стандарта. Мне кажется, я сейчас смотрел на лицо Шакира, он просто выдохнул. Он просто... Ну и хорошо. Ну вот у нас, кстати, остались те самые 15 минут. Ну, боюсь, даже если мы 4 мяча забьем, как московская «Динамо» сегодня, то не сильно поможет. Ну, мы зато во втором тайме пока 1-2 только проигрываем. Это не может не радовать. Может, даже еще и сравняем счет во втором тайме, хотя бы по ходу второго тайма. Было бы неплохо. СКА в очередной атаке. Вот тайм-аут пошел на пользу Хабаровску, это стоит отметить. До тайм-аута хабаровчане были похожи на такую бледную копию самих себя, а вот сейчас еще одна атака, разворот, ушел от 2 игроков и удар! Это Петерсон. Красиво все сделал швед. Здесь удаление, да, в составе Строителя. Здесь
В любом случае, здесь тайм-аут. Видите? Команда Строитель теперь берет тайм-аут. Понимает, видимо, Павел Яковлевич, что как-то надо менять игру. Начали мы второй тайм неплохо. Но вот, конечно, мало тоска, ситуация изменилась. Смотрите, уходит, да, так, разворот. Ушел от двух, здесь придерживали. И удар. Удар мимо пролетел. Мяч мимо пролетел после этого удара. И потом такое совещание у обеих команд. Ну, мне кажется, Михаил Юрьев должен доволен быть своими подопечными. Особенно вот, после тайм-аута. Да, вот в Строителе здесь такой разговор серьезный. Мне кажется, что Павел Яковлевич сейчас говорит, что всем срежут зарплату, если сегодня проиграют. Вот, по лицу игроков. Да. Вот, то есть, где-то там Шакиров стоит, говорит, а я-то что? А я-то при чем? Я же отбиваю, я же стараюсь. Но все-таки недостаточно. Старается. Мы верим в нашего вратаря, что он может гораздо лучше. И, наверное, он нам это покажет. В оставшиеся наши 15 минут. Ты, как это сказать вратарю? Ты недостаточно стараешься, ты плохо отбиваешь мяч. Это, конечно, это да. Но вы женщина, вам можно. Простите. Вот у нас запасной вратарь Макар Якишев с мыслями о том, а почему бы меня не выпустить? А я тоже могу пропускать. А может, в меня еще и попадет. Ну и Строитель сейчас от ворот начинает. Выводит мяч в игру. У нас было 2 тайм-аута. Значит, у нас все-таки парочка минут судьи добавят к основному времени. К основному времени матча главный судья добавил еще 1,5 минуты. Суммарное компенсированное время составляет 3 минуты. Я вот не услышал 2 или 3 суммарно. По-моему, все-таки 3. Ну, тем более. Попросим судей-информатора тоже звук починить. Как и у нас. Ну, я думаю, болельщики на трибунах. Ну, болельщики на трибунах, да. Строитель. Все разгоняется, да, конечно. Надо забивать хотя бы еще один мяч. Шибонкин, удар и мяч в руках у Рысева. Ну вот. Алексей все говорил, что Рысеву не хватает внимания со стороны Строителя. И мяч к нему попадает реденько. После тайм-аута мы в первом тайме Рысев мог вполне спокойно сходить за кофе. Тут очень вкусный кофе в автоматах есть. Даже за 85 рублей кофе. Представляете, в автоматах. Мне кажется, производители кофе слишком хорошего мнения о зарплатах сыктывкарцев. Здесь вот нарушение правил в центре поля и удаление. Ну, удаление в составе Строителя. Составы сейчас будут равны. А нет, прошу прощения, 24 номер в составе СКА. Удаление. 24 номер Александр Антипов. Ну, то есть уже 2 игрока на скамейке штрафников у СКА. Нам нужно пользоваться численным преимуществом. Да, кстати, ну, вот здесь мужественно вратарь прыгнул практически в ноги. Хоккеист Строителя забрал мяч. Довольно рискованно. При счете 1-6 прыгать в ноги. Но зато это признак профессионализма, то что спортсмен никогда не расслабляется, проводит матч на полной концентрации. Вот атака СКА. Здесь в штрафной площадке все под контролем. Показывает оборону Строителя. Хотя бы в этом эпизоде. Ну, сохраняет мяч сыктывкарцы. Последние 10 минут основного времени. Рассчитываем на еще один мяч в ворота гостей. Но пока все. Валентин, если вы поставили на тотал больше 1,5 на Строитель, то это ваша проблема, я вам могу сказать. Я человек не азартный. Поэтому поставила на фору. Поэтому не ставила, но я все-таки болею за родную команду. И надеюсь, что все будет гораздо лучше, чем сейчас. Мы как-нибудь снизим отрыв. Вы мне сейчас напоминаете политиков, да, которые выступают на мероприятии, на условном дне доктора, да, дне врача. И там нужно что-то сказать,
Да, и они там, мы повысим зарплаты, мы сделаем все, чтобы вы стали жить лучше. А потом, через год, говорят то же самое, да, но ничего не изменилось. Ну, так же, как и в игре строителя со СКА-нефтяником, в принципе. Не-не, вот что-то изменилось. Вот вышел удаленный игрок один у СКА-нефтяника, и Викулин вышел, прошли его 10 минут штрафа. Небольшое изменение все-таки произошло. И здесь в касание, да, пробивал Садаков, но не попал как следует по мячу. Давайте посмотрим еще раз этот повтор. Это не Садаков, это вообще у нас другой игрок. Это у нас... Ой, это у нас Лихачев, по-моему, был. 8-й номер. Хотя позиция, конечно, у Садакова. Сыктывкарцы владеют мячом на своей половине поля. Здесь, наверное, тактика проста. Владеешь мячом, тебе соперник не забьет. Почему же идем вперед, мы стараемся, но мяч все-таки строитель потерял. Ну, сейчас, вот смотрите, хороший такой прессинг-то в исполнении сыктывкарцев, это Леухин. И вынуждает судью дать штрафной, видимо, да? Свободный удар в пользу СКА. Вот заметьте, да, вот 37-й номер Евгений Леухин, где сейчас находился, игрок обороны. На одной линии с Садаковым, с нападающим. Пришел, помог, такая кировская связочка. Либо Леухин мстит за разбитый нос. И вот Зубарев выводит как раз вот Садаков, удар в ближний угол, угловой зарабатывает строитель. Рысев был на месте, дует на руку. Ударился об штангу, наверное. Больно, конечно же, это. Ну ладно. Давайте посмотрим над угловым. Были опасные моменты с угловых, и бездарные подачи тоже были сегодня в исполнении строителя. Что будет сейчас на этот раз, наверное, 50 на 50. Не было гола, давайте посмотрим. Ну, вот сейчас мимо ворот снова удар все-таки последовал, хоть и не очень опасный. Ну, тоже, знаете, главное, что был. СКА на чужой половине. Здесь у нас все контролирует 28-й номер Алексей Башарымов был. Прервал путь к мячу, и уже немного не хватает точности все-таки в предпоследней передаче. Может, еще и в первой, второй, и в третьей. Вот. Здесь, конечно, перехватывал мяч. Смотрят за этой игрой, кстати, не только болельщики, но и шведы, я могу сказать. Вот буквально перед игрой заходил здесь в вип-зал. Вся команда Юздаль во главе с легендой отечественного хоккея с мячом Михаилом Свешниковым. Все в вип-зале, все смотрят эту игру. Ну и СКА-нефтяник, между прочим, вчера приходил на финал международного турнира. Финал, в котором Водник обыграл Старт 5-1. Там 4 мяча забил Илья Насекин. Вот он посмотрел социальные сети, все вот ждут, когда уже Насекин будет в основе выходить архангельского Водника. Но Воднику, в принципе, и так неплохо. Водник по-прежнему выигрывает 6-2 у Енисея. Сегодня разница между строителем и СКА примерно такая же, как между Водником и Енисеем. Ну, нам остается только поздравить наших друзей из соседнего региона. Что еще остается делать? После Енисея, к ним, напоминаем, приедет СКА. Там, наверное, конечно, архангелогородцам не так будет приятно. По-прежнему 3-3 в матче Зоркий и Байкал, и Мурман по-прежнему 3-1 борется с Родиной. Там за Родину выступает в этом сезоне Роман Бояринцев, бывший игрок строителя, который в этом сезоне ушел из команды. Ну, вообще он хотел уходить из спорта, насколько нам известно. Но его занесло в Родину. Ну, поехал домой в Киров, вроде даже на завод устроился. Ну вот, попросили наставники Родины еще сезончик поиграть опытнейшего игрока. Между прочим, игрок, который застал еще строитель в Суперлиге еще до того, как он ее покидал. Он там, по-моему, в далеких-далеких годах, в 90-х еще играл.
Роман Бояринцев. Ну, здесь могу ошибаться, надо, конечно, данные посмотреть дополнительно было бы. И здесь вот атака СКА, и прострел на дальнюю штангу и мяч в воротах 1-7. Здесь уже СКА не очень-то и радуется, да? Здесь капитан команды Принимают как должное. да, можно так Сергей сказать. Шибомкин выговаривает игрокам обороны, что ж вы творите, как так можно играть. Ну, сейчас мы посмотрим, как так можно играть. Здесь проход по флангу, 61-й номер Денис Потемин делает пас в центр. Вот здесь еще раз смотрим за этим моментом. И тут даже уже непонятно, кто и переправлял там мяч-то в ворота. Артем Бондаренко ли это был 5-й номер или кто-то другой. На 85-й минуте матча мяч в свои ворота забил игрок номер 3 Иван Кораблин. Иван Кораблин свои ворота забил. Мы ожидали, Вот это конечно, бывает. забитый мяч в исполнении Строителя, но не до такой степени, конечно. Ну что ж здесь. Ну вот здесь нам показывают, что Денис Потемин, но Денис Потемин все-таки автор прострельной передачи. Ну, в принципе, Иван Кораблин умеет забивать, он в это и в прошлом сезоне показывал, и в Суперлиге, и в высшей лиге частенько радовал болельщиков забитыми мячами, но, наверное, этот мяч мало кого порадует. Мне кажется, даже хоккеистов СКА он не очень обрадовал, они больше как хотели своими силами справиться, себе лишний балл в актив записать. Да, конечно, досадная неудача Строителя, но команда продолжает играть. Я думал, что они скажут, не, мы перестанем. Мне кажется, в такой ситуации- собрали вещи и пошли в с такой льда. ситуации можно было рассосаться по флангам и кататься. Но нет. Мы слышали только что типичное женское представление о спорте. Типичное женское «ой, все». Ой, все, да. Как бы. Нам забили, мы забили. Ой, все, мы не будем. Ладно. У нас осталось еще немножечко времени. Напомним пока, что у нас следующая игра будет 6 ноября. Дома сыграет Строитель с Байкал Энергией. Это наш клиент по прошлому сезону. Абсолютно. Видя о том, как Байкал Энергия сейчас испытывает проблемы на старте сезона, да? Видим, как даже сейчас в социальных сетях пошли какие-то слухи о том, что в тренерском штабе Байкал Энергии какие-то там, скажем так, разногласия, споры. Я думаю, что самое время тогда для приезда Байкал Энергия в Сыктывкар. Байкал по-прежнему зорким 3-3, и там пока что нет особых предпосылок для того, чтобы что-то изменилось. То есть Енисей забил Воднику. Тоже момент, да? Стоит отметить. Ну, у нас тут пока Строитель, если забивает, то не очень в нужные ворота. И здесь борьба за мяч в центре поля. Вот, кстати, Водник Енисей 6-4, да? Енисей-то разошелся. Может, еще и спасется за 1,5 минуты. То есть как Динамо казалось. Да. Ой, Динамо Москва. Ну что ж. Тот самый случай, да, когда вроде как бы где-то есть интрига в матче, но она не у тебя на поле. У нас на поле осталось только добавленное время. И дальний удар здесь угловой, да? Здесь угловой зарабатывает Строитель, ну вот. Чем не вариант, чем не шанс. Ну, возможно, на последних минутах Строитель все-таки порадует болельщиков голом в те ворота, в которые нужно. Ну и вот прямо сейчас мы это и увидим. Капитан команды посылает мяч. И мяч пролетает мимо ворот. Ну, там, конечно же, мужественно бросались при мяч игроки СКА. Вот тот же 4-й номер Юрий Викулин, который после этого удара оказался на льду. Небольшой дискомфорт почувствовал хоккеист. Ну что, мы можем утешить и себя, и болельщиков, то, что все-таки не в сухую Строитель смог в этом матче. Сказка про Строителя, который смог, да? Да. Почти как паровозик. Что у тебя болит, Строитель? Спросил майор. Если кто не знает, из майора Пейна. Цитата.
Но, тем не менее, да, вот продолжается с подхода к концу, да, точнее, игра. Строитель борется за мяч. И еще один стандарт зарабатывает. Ну, глядя на то, как хоккеисты СКА пытались спасти уходящий за лицевой мяч. И видя жест арбитра, понимаем, что угловой. Лихачев беседует с коллегами по команде. Так и не увидели мы запасных вратарей сегодня в действии. А так хотелось, да? Так хотелось, да. Есть подача, есть удар выше ворот. И вот последняя минута у нас идет. Ну, давайте, наверное, подытожим кратенько ход этой игры. Игра... Хотелось бы, конечно, сказать, что игра была равна, играли два коллектива. Но 1-8 у нас сейчас. И вот Максим Шакиров просто уже взгляд в бездонное такое голубое небо, почти как князь Балконский над Аустерлицем бросает. Как же так? И если Балконский потом увидел Наполеона, то Максим Шакиров увидит только главного тренера команды в раздевалке. Ну что ж, не позавидуешь сегодня Максиму Шакирову. Ну, наверное, даже больше обороне команды. К вратарю практически нет вопросов. Да. Прекраснейший повтор забитого мяча. Вот. 1-8. Даже и говорить-то особо нечего, да. Ожидаемо, наверное, все-таки. Ну, конечно, хотели что-то другое. Увидели, что увидели, здесь ничего страшного нету, матч заканчивается с счетом 1-8, у нас, наверное, даже немножко такое полуподавленное состояние, просим понять, простить. Увидимся с вами, наверное, 6 же ноября, Байкал-Энергия, там, надеемся, будет повеселее. Ну а всех болельщиков и любителей хоккея с мячом со старта нового сезона. Хабаровчан с победой. Хабаровчан с победой. Наверное, вы довольны вечером субботы. Поэтому всем спасибо за то, что были с нами. Увидимся на хоккее. До свидания. Паша,